Фикрят Табеев был самым молодым первым секретарем обкома партии. С его именем связывают развитие нефтяной и нефтехимической промышленности, машиностроения в Татарстане. Татария сегодня стала крупнейшей базой нефтяной и нефтехимической промышленности, высокоразвитым аграрно-индустриальным краем. Только в последнее время построенный Казанский завод органического синтеза, Нижнекамский нефтехимический комбинат синтетического каучука, строится шинный завод, сооружается автомобильный завод «Гигант», растет Нижнекамский гидроузел. Претворяя в жизнь решение 23-го съезда партии, край становится крупным энергопромышленным центром страны. Основан Нижнекамск с крупными химическими заводами, построена Камская ГЭС, Заинская ГРЭС, КАМАЗ, Казанёргсинтез, возведены цирк, Татарский академический драматический театр имени Камала, дворец спорта, центральный стадион, здание Госсовета, новые корпуса Казанского университета, дворец химиков, гостиница «Татарстан». Коллективы строителей и монтажников Камского автозавода и Нижнекамского нефтехимического комбината сделает все, чтобы достойно выполнить постановление Политбюро ЦК КПСС и Совета министров СССР по сооружению первой очереди автогиганта и смежных производств на Каме. Позвольте вам пожелать в этом деле больших успехов. За достижение наивысших результатов во всесоюзном социалистическом соревновании, за повышение эффективности производства и качества работы, успешное выполнение народно-хозяйственного плана 1977 года, Казань награждена переходящим красным знаменем ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Только за прошлый год в Казани возведены торговый центр, новое здание университета, третья транспортная дамба, новые жилые кварталы общей площадью 420 тысяч квадратных метров. Перед участниками торжественного собрания выступил первый секретарь Татарского обкома КПСС Фикрят Ахметзянович Табеев. Он горячо поздравил трудящихся города и вручил переходящее красное знамя представителям столицы Татарии. Утро рабочего праздника. К собравшимся на митинг строителям обращается первый секретарь областного комитета партии, член ЦК КПСС Фикрят Ахметзянович Табеев. Дорогие товарищи, сегодня у нас с вами рабочий праздник, торжественный митинг замечательных коллективов строителей и монтажников Нижнекамского гидроузла. Сегодня советские татары, благодаря ленинской национальной политике нашей партии, из республики нефти, химии, самолетостроения, приборостроения и автомобилестроения, спуском в недалеком будущем Нижнекамский ГЭС превращается еще и в республику электроэнергии. Дорогие товарищи, очень многое сделано за время сооружения Нижнекамский ГЭС. Сегодня завершается первый этап его возведения и пуска. Но еще более сложные и ответственные задачи стоят перед строителями и эксплуатационниками гидроузла в последующий период. Честь и слава замечательным людям, которые вписали еще одну яркую страницу в золотой фонд индустриального Закамья. «20 декабря 1978 года в Казань прибыл секретарь ЦК КПСС Иван Васильевич Капитонов. С отчетным докладом на конференции выступил первый секретарь обкома партии Фикрят Ахметзянович Табеев. Докладчик отметил, что план 3 лет пятилетки по реализации промышленной продукции выполнен республикой досрочно 18 декабря. Валовый объем сельскохозяйственной продукции возрос на 10%, несмотря на неблагоприятные погодные условия последних лет. С 1979 по 1986 годы был чрезвычайным и полномочным послом СССР в Афганистане. С 1986 по 1990 первый заместитель председателя Совета министров РСФСР. С 1992 по 1993 годы работал председателем Российского фонда федерального имущества. Почетный член Совета директоров КАМАЗа, почетный гражданин Казани и набережных Челнов. Нужно уметь видеть главное в решении своих задач. Нужно видеть средства, каким мы должны руководствоваться для решения главных задач. И никогда не забывать интересы людей.
Много надо сделать нашим профсоюзным организациям. Особенно в вопросах не только организации социалистического соревнования, это является особым предметом забот профсоюза, но и в вопросах быта, торговли, повышения роли производственных совещаний, развития критики и самокритики и удовлетворения потребностей каждого работающего. Профсоюзные организации должны быть на страже интересов рабочего класса. Кроме того, надо усилить работу по охране труда и техники безопасности, особо рассмотреть работу страхделегатов, организовать отдых трудящихся на Каме здесь, на самых лучших красотах, и создавать для этого необходимые базы, а в особенности для детей.